Здравствуйте, мальчишки и девчонки, здравствуйте, наши почемучки, а также их родители. Это программа «Брегаляп и Ряник» для тех, кто учит татарский язык и делает это с удовольствием вместе с нами, с нашими участниками. Давайте с ними познакомимся. Итак, сегодня в первой команде у нас Диляра и мама Лейсан. Здравствуйте. Исян мессис. Диляра Кахаляр. Эйбет. Эйбет, все, отлично. Во второй команде Амина и Лилия. Здравствуйте, Исян мессис. Амина, как дела? Хорошо. Хорошо. Как настроение? Нормально. Нормальное, хорошо. Давайте знакомиться с нашими действительно принцессами поближе. Начнем мы с Диляры. Диляра очень активная, жизнерадостная. Она посещает кружки хореографии и плавания, активно участвует в жизни детского сада, участвует в различных соревнованиях, олимпиадах. В свободное время любит делать дома колесо и танцевать перед зеркалом. Также помогает маме по дому, очень любит животных и мечтает о котенке. Лейсан, чем она занимается на хореографии? Ну, они готовят танец, вот скоро заключительный будет. Про котенка, по-моему, останется, да? Да. Они, кстати, у нас на один кружок ходят вдвоем, в одну группу. А, то есть они знакомы уже? Они, да. Ну, здорово. Вот ты мечтаешь о котенке, Диляр, да? Как ты его назовешь? Пупсик. Пупсик? Почему? Потому что. Потому что милый и пушистый. А когда вырастешь, кем станешь? Не думала еще? Или думала уже, кем? Воспитатель. Воспитателем хочешь стать? А что делает воспитатель на работе? Ну, как работает воспитатель? Следит за детьми. За детьми следит, чтобы они что? Не убежали? Чтобы вовремя спали, кушали, да? Ну, это здорово. Лейсан, вот вы разделяете такое желание стать воспитателем? Разделяю, сама воспитатель. А, вот почему. Есть кого. Чем все-таки занимается воспитатель? Расскажите. Обучаем детей, развиваем, следим за ними. И в целости, сохранности передаем родителям. Ну, 2023 год в России объявлен годом педагога и наставника, поэтому вас можно поздравить. Настоящий педагог, наставник для малышей, которые в дальнейшем тоже станут воспитателями, вот как вы, как ваша дочь. Диляр, я сказал, что дома любишь делать колесо. Да, получается? А что нужно, как нужно правильно делать колесо? Ну, что для этого нужно? Носочки тянуть, да? Тянешь носочки. Получается? Настоящий мастер спорта. Она сегодня только кивает скромно, отвечая на вопросы. Но я думаю, что мы ее сегодня разговорим. Давайте перейдем к Амине. Амина у нас нежная, ласковая девочка, да? Правду говорю? Да. Да. Занимается танцами, посещает бассейн, очень любит рассказывать стихи и часто выступает на различных мероприятиях. В свободное время любит рисовать. В будущем хочет пойти также на кружок рисования. И Амина очень любит животных. У нее есть хомячок и кошечка. Она ухаживает, играет с ними. Ну и, конечно, помогает маме дома с уборкой. Амина, расскажи, как зовут кошечку? Фиона. Почему Фиона? Ну, потому что мама так назвала. Почему Фиона все-таки? Бізге шулай бирдилер. Белеки Фиона вакытта деп. Фиона деп. Амина, ты хочешь ходить на рисование, да? А что любишь рисовать? Я люблю рисовать котика, человека и разных животных. Разных животных. Ты еще занимаешься плаванием, да? Да. Бассейн посещаешь? Да. Как тебе нравится плавать больше? Мне нравится вот так плавать. Вот так вот, в стиле лягушки? Да? Я это называю стиль лягушки. Я тоже так всегда плаваю обычно, когда никуда не тороплюсь. Ты хочешь пойти на кружок рисования, наверное, будешь художником в будущем, да? Или кем? Ну, художником и все. И все, будешь художником? Да. Я даже забыл вопрос, который хотел задать. Потому что так неожиданно. Художником еще никто не хотел в этой программе становиться. Вот художники, они постоянно рисуют. Как ты думаешь, у них вообще остается свободное время? Нет? У тебя тоже нет свободного времени? Сейчас тоже нет? У тебя прям все расписано? В чем секрет, Амина, хорошей дружбы с хомячком и кошечкой? Ну, кошка, потому что я ее всегда кормлю, когда мы после магазина. А хомячок, когда я прихожу, он у нас в ванной живет. В ванной живет? Да. А как, подожди, а мыться как, если у нас в ванной живет?
Вы его оттуда выгоняете? Нет, мою в ванной. А, Ну, клетку кладем туда и моем его. ага, все. То есть никуда не сбегает, да, хомячок? Ну все, надеюсь, что пока ты здесь, хомячок дома в целости и сохранности смотрит прямо сейчас эту программу и радуется за тебя. Ну что, мы готовы начинать. Девчонки, любите ягоды? Да. Да? Вот сегодня будем говорить про разные ягоды. Возможно, познакомимся с какими-то новыми для вас ягодами. Будем изучать их названия на татарском языке. Мы начинаем наш первый тур. Поехали. Мы начинаем наш первый тур, он называется «Жауап тап», найди ответ. Мы записали рассуждения детей, которые пытаются объяснить ту или иную ягоду. Их полезные свойства, их внешний вид и так далее. Ваша задача угадать, о какой ягоде идет речь. Это понятно? Хорошо? За каждый правильный ответ получаете 1 балл. Диляра, сильно нам пошли без меня? Начнем с тебя? Или нет? Нет. Хорошо. Амина, ты готова? Да. Все, Амина, тебе первый вопрос. Смотрим. Есть такая песня, я напою, а вы попробуйте угадать, что я пою. Ягода о-о-о. Ну, угадали, что за ягода? Ну, не знаю. Угадала, что за ягода? Да. Какая? Малина? Малина? Правильный ответ. Молодец. В какой момент ты поняла, что это малина? Ну, потому что я слушаю ягоду малинку. А, песню знаешь, ягода малинка, да? А ты пробовала малину? Да. Вкусно? Да. Очень полезная ягода, малина, по-татарски куражилягам. Итак, Диляра, вот теперь придется отвечать на вопрос. Харибыз мы смотрим. Поехали. Она круглого формы. Это ягода. Она бывает розовой и красной. Она бывает черная и красная. И белая. Она растет в деревне. Ее можно кушать. Ее кладут в чай. Бабушка выращивает ее на даче. И можно делать из нее варенье. Из ее листочков делают чай. Там много витаминов. Что же это за ягода? Леся, тут, наверное, нужна ваша помощь. Скорее всего, боюсь, конечно, что ошибаться могу. Не смородина? Не ошибаетесь? Это смородина, да? Молодец. Диляра, как ты думаешь, это смородина была? Да, я просто соглашусь с мамой, она сказала. Молодец, это правильный ответ. Дерез жауап. Смородина по-татарски корлыган. Запомните, пожалуйста, название этой ягоды. Ну, а мы продолжаем. Очередь Амины. Отвечать на вопрос. Готова? Точно. Прям точно готова. Точно. Да. Диляра так сейчас обрадовалась своему правильному ответу. Вот так и нужно радоваться всегда, конечно. Так, Амина, смотрим вопрос для тебя. Поехали. Она круглого цвета. Ой. Она бордовая и кислая. Она растет на болоте. Это ягода. Она растет на болоте. Она круглая, красного цвета. Она очень-очень кислая, но там есть витамин С. Она кисло-сладкая. Красного цвета. Из нее делают компот. Еще она лечебная. И делают морс. Итак, Амина, что это за такая ягода? Клюква. Клюква. Правильный ответ. Молодцы. Это клюква, афарин. Клюква на татарском звучит как мукжиляги. Истаколдер, запомните. Итак, Диляра, ну что, будем радоваться правильным ответом? Но для начала нужно посмотреть вопрос. Харибыз, внимательно. Смотрим. Это ягода. Она бывает, фиолетового цвета. Она бывает цвета синего и бывает в форме круглые. Ее можно есть. Она полезна для зрения. Это ягода. Она фиолетового цвета. Еще она очень вкусная. Из нее делают варенье. Мне очень нравится, как Ариэль начинает свое рассуждение с фразы «это ягода». А то как бы так и непонятно было. Хорошо. Итак, Диляра, что это за ягода? Черника дыбылывас.
Дресуй миссис, афарин, молодцы, это черника. Хотела сказать. Хотела сказать? Ну-ка, давай, скажи сама. Черника. Молодец, это правильный ответ. Афарин, черника, шиннанда, кузлярышем бигфайдал. Очень полезная ягода для глаз. На татарском звучит как коражиляк. Хотя сама такого немножко темно-фиолетового цвета эта ягода. На очереди 5-й вопрос. Его мы смотрим все вместе, обе команды внимательно. А вот кто будет отвечать, чуть позже узнаем у нашего великого компьютера. Смотрим. Это такой кустик. Оно зеленого цвета. Это ягода. Она растет в лесу. Она похожа на малину. Кислая такая ягода. Это красная ягодка. Она растет на лугах. Растет в лесу. Еще она очень похожа на малину. Она похожа на малину такого же красного цвета. Она на вкус кисло-сладкая. Тоже полезная вкусная ягода. Итак, уважаемый компьютер, обращаюсь к тебе. Выбери, пожалуйста, команду, которая будет отвечать. Амина, твоя команда отвечает. Тебя выбрал компьютер. Что это за ягода? Татарчать всегда была. Про нее на татарском есть песня, очень известная. Угу. Лилия? Бірлеген. Берлиген, костяника. Да, молодцы, афарин. Диляр, ты знаешь, что такое костяника? Пробовала когда-нибудь? Нет. Нет? Рекомендую попробовать. Вкусная ягода, полезная. Поэтому не пропусти возможности попробовать. Костяника действительно по-татарски берлиган. На этом первый тур завершен. Итоги после первого тура, уважаемые зрители, вы видите прямо сейчас на своих экранах. Ну а мы готовы продолжить и перейти ко второму туру нашей программы. Прежде чем продолжить нашу программу, по традиции давайте вспомним те слова, которые мы сегодня выучили. Ну, не слова, а название ягод на татарском языке. Итак, Диляра, как будет по-татарски малина? Куражинок. Куражиляк. Отлично. Амина, смородина. Как будет по-татарски? Горуган. Харлыган дрес. Диляра, тебе слово клюква. Мукзиле. Мукжиляга дрес. Афарин. Амина, тебе слово черника. Куражилек. Хоражиляк нахшулай. И, Диляра, переведи, пожалуйста, костянику. Берреген. Берлиган, биг дрес, нахшулай. Справились с этим маленьким заданием. Теперь переходим к большому второму туру. Итак, на экране 9 ячеек. За ними спрятаны картинки, точнее ягоды, которые мы сегодня выучили. Ваша задача запомнить, где какая ягода. На это у вас будет 15 секунд. А потом я буду задавать вам вопросы. Готовы? Азерме? Тогда 15 секунд, время пошло. Смотрим. Итак, время вышло. Первый вопрос будет Диляре. Диляра, где находится малина? Под какой цифрой? 5. А если подумать хорошенечко? А я знаю. 2. 2. Точно? Открываем цифру 2, проверяем. Там должна быть малина. Да, это правильный ответ. Молодец. 1 балл достается тебе, Афарин. Амина, готова? Где находится клюква? 1. 1. Да? Открываем цифру 1. А еще где-то есть? Где-то есть, да? Да. Вот еще в 3 есть. В 3 есть? Какую цифру открываем? 1 или 3? 3. Или 1? 3. Или 1? 3. 1. 3. 3? Да. Хорошо, открываем цифру 3. Открываем цифру 3. Да, там находится клюква. Это правильный ответ. Молодец, отлично. Видишь, я пытался тебя переубедить, а у меня ничего не получилось. Молодец, Афарин. Диляра, где находится смородина? 4. 4. Точно? Открываем цифру 4. Давайте открываем цифру 4. Там должна быть смородина. Она там и есть, да. Это правильный ответ. 1 балл достается твоей команде. Амина, где находится черника? Черника? Да. Не знаю. Как не знаю? Я что ли знаю? Ты точно должна знать.
Итак, 5? 5 может быть? 6, наверное. 6, наверное. Ты с мамой согласна? С мамой согласна? Да. Да, хорошо. Открываем цифру 6. Там должна быть черника. Да, это правильный ответ. Молодец, отлично, да. А теперь мы спросим у компьютера, кто будет отвечать на 5-й вопрос. Диляра, тебя выбрал компьютер, значит, тебе отвечать. Где находится Костяника Берлиген? Много раз сегодня эту цифру называли, точнее, пытались назвать. Где находится? Тут я уже подсказывать не могу. 5. Цифра 5. Цифра 5? Да. Точно? Да. Открываем цифру 5. Там должна быть Костяника. Это правильный ответ. Вот так вот выглядит Костяника. Если кто-то вдруг не знал, запомните. Я тоже очень редко встречал Костянику, на самом деле, Берлиген. Ну или просто не знал, что именно эта ягода называется Костяника, Берлиген. На этом 2-й тур завершен. У нас ничья. А это значит, что все самое интересное будет дальше. Вы готовы продолжать? Да. Да, ну тогда поехали дальше. Это программа «Бригаляп Иряник». Давайте еще раз вспомним то, что мы с вами выучили сегодня в нашей программе. А сегодня мы, напомню, изучали ягоды и их названия на татарском языке. Итак, малина, кура жиляге, смородина, корлыган, клюква, нук жиляге, черника, кора жиляг, костяника, берлиген. Итак, мы готовы начать наш 3-й тур, и он называется «Угадайка». Вы должны будете назвать ягоду, которая объединяет 3 картинки. Они для каждой команды будут свои. Итак, появятся 3 картинки. Вы должны назвать правильный ответ, ну, желательно правильный ответ, и потом объяснить, как ваш ответ связан. Готовы? Готовы? Итак, Диляра будет первой. Первые картинки для тебя смотрим вместе. Итак, что мы видим на экране? Глаза. Глаза еще. Кустик. Кустик. И Лес. лес. Как ты думаешь, какая ягода объединяет эти 3 картинки? Черника. Черника. Это правильный ответ. Афарин, поздравляю тебя. 1 балл ты получаешь. Продолжаем мы вместе с Аминой. Амина, готова? Итак, 3 картинки для тебя появляются. Серьезно настроена Амина. Итак, что мы видим? Лимон. Так, еще. Пирог. Пирог и Компот. компот. Это морс. Мусс. Как ты думаешь, какое слово мы здесь спрятали? Какую ягоду? Это клюква? Клюква. Молодец. Правильный ответ. Афарин, я тебя поздравляю. Итак, все, девчонки, вопросов больше не будет. Останется только 1 вопрос, самый главный в конце нашей программы. Самое время подвести итоги нашей игры. Как вы думаете, кто победил? Кто победил сегодня? Дружба. Ничья. Ничья? Да. Но если посчитать все баллы и правильные ответы, то сегодня в нашей программе побеждает дружба. Я вас поздравляю. Ну и, конечно, каждому из вас мы вручаем памятные подарки. Нашим участникам мы дарим памятные подарки от программы «Бригаляп Иряник» и детского телеканала «Шаян ТВ». У меня остался главный вопрос для вас, уважаемые девчонки. Ты тоже хочешь передать привет всем? Да. Да, передавай привет. Оп, ничего страшного. Кому передаешь привет? Всем, кто смотрит Шаян ТВ. Всем, кто смотрит Шаян ТВ, огромный привет. Но у меня остался для вас последний вопрос, как я уже говорил. Вам понравилось? Да. Мне тоже с вами очень понравилось. Леся, Лилия, давайте поаплодируем девчонкам. У них впереди большое будущее. Они молодцы, уважаемые зрители. Если вы пропустили наши выпуски, то добро пожаловать во все социальные сети. Мы готовы держать с вами связь 24 часа, 7 дней в неделю. Ну а на сегодня все. Учите языки, никогда не забывайте свой родной. Языков много, а татарский всегда в сердце. До встречи. Пока-пока.